Друзья, всем большой привет! С вами сегодня снова Ворсов Андрей, директор агентства недвижимости «Эксперт Плюс». Я хочу с вами поделиться одной историей, которую недавно узнал, очень был впечатлен ей и хочу с вами этой историей поделиться. У нас есть знакомые, которые давно хотели переехать в Анапу, ну не только в Анапу, просто в Россию. Анапа уже так получилось, что вот именно сюда выбрали именно Анапу. Так вот, жили в Германии достаточно давно, и когда начались там вот эти вот изменения, скажем так, во внутренней политике Германии, эти вот эмигранты, этот секс-просвет, который там стал насаждаться буквально с детского сада, в общем, ну, много-много всего, что уже не устраивало наших знакомых для жизни в Германии. И, соответственно, начали они собираться на историческую родину. И что-то вдруг не заладилось. То какие-то справки там им не дают, то дом не продается, то какие-то срочные дела нарисовываются, которые нельзя никак отменить. То есть, ну прям вот то болеют, то выздоравливают. Ну, короче говоря, ну не получается. Хоть и тресни, вроде бы казалось бы, все нормально, все должно быть, вот все хорошо, но что-то идет не так. В общем, мучились. В конце концов, сделали так называемую расстановку по Хеллингеру. Кто не знает, что это такое, я не буду долго выдаваться в подробности, потому что объяснить это я, наверное, не смогу, потому что, ну, блин, это настолько интересно. Вот прям прочитайте на экране. Расстановка по Хеллингеру. Это, ну, интересный такой психологический прием, который помогает очень много внутренних проблем неразрешимых, помогает понять, откуда они берутся, что с ними делать и так далее. Лично я сам 2 раза в своей жизни пользовался этим методом, именно здесь уже в Анапе. И раньше тоже относился к нему так весьма скептически. Это вот благодаря супруге моей я этим методом воспользовался и ходил на такую расстановку. Честно скажу, был очень впечатлен. Здесь, конечно, очень сильно еще зависит сам не только метод, а результат этого метода зависит от мастера, который проводит. Ну, я думаю, вы сами понимаете, везде, в любой профессии, да, от того, кто делает процедуру, сильно зависит результат. Также и здесь, в Анапе, мне повезло, когда я делал эти расстановки, и я был потрясен теми результатами, которые я получил на самом деле. Так вот, наши знакомые что сделали, которые в Германии? Они тоже сделали такие расстановки по Хеллингеру, и выяснилось, что поскольку они не от большой любви, скажем так, возвращались в Россию, ну это не самое главное, они были, ну, выражаясь мягко, наверное, обижены как-то на эту землю, да, на Германию, что она сейчас вот к ним такая вся неласковая, что там вот столько запретов началось, да, вот это вот локдаун и все остальное, секс-просвет. В общем, короче говоря, они уезжают оттуда с ужасом, то есть, да, вот с таким вот неприязнью, с такой, с негативом с таким. И земля в расстановках как раз это и выяснили, что сама земля, то пространство, в котором они жили, она была настолько, ну как бы обижена вот этим вот отношением к себе, что она не давала своего благословения, то есть не давала добро, то есть какие-то чинила препятствия. Вот именно на ментальном, на каком-то невидимом уровне все это происходит. Но я думаю, многие, кто меня смотрят, понимают, что кроме видимого плана, того, что мы видим, есть огромное количество того, что мы не видим. Более того, те же самые пресловутые британские ученые выяснили, что максимум, по-моему, 4% той информации, которая нас окружает, мы видим. А 96% всего, что вокруг нас происходит, мы просто не воспринимаем. Соответственно, знаете, когда это узнаешь, и это кажется похожим на правду, потому что многие события вообще невозможно никак ничем объяснить. И вот тогда начинаешь понимать, что все наши прогнозы, особенно те прогнозы, которые я делаю относительно каких-то там цен, чего там дальше будет, это, конечно, такая, на самом деле, игра в рулетку, это, ну, ничто на самом деле. Я и вас прошу не сильно серьезно относиться к тем прогнозам, которые я делаю, потому что это вот всего лишь 4% это все, что мы окружаем материальный мир, да, все, что нас окружает. А я свои прогнозы делаю там на основании вообще каких-то там, не знаю, крупиц процентов, потому что далеко не вся информация по недвижимости мне тоже доступна. Ну это ладно, бог с ним. В общем, короче говоря, эти люди сделали эту расстановку, выяснили, что земля к ним вот с такой обидой к ним относится,
попросили прощения у земли, прямо вот по-настоящему, там как-то помолились, я не знаю, как это все происходило, но как-то привели в порядок свои отношения вот с этим пространством, в котором они жили. И вы знаете, все проблемы с квитанциями, все проблемы вот с этими документами, которые они там не могли получить, они были решены буквально в течение там какой-то недели. Вот если бы эта история прошла не с моими ближайшими друзьями, да, которых я как бы знаю, я, конечно, вряд ли бы тоже поверил. Поэтому я думаю, что вы тоже вряд ли в это поверите. Но почему я об этом сегодня заговорил? Достаточно часто мне приходится слышать от клиентов, которые смотрят за моим каналом уже там много лет, которые не могут никак переехать, которые вот что-то мешает, что-то все не так, квартира не продается. И, в общем, проблемы такие, которые, казалось бы, можно решить, но не решаются. У нас в моей деятельности тоже бывают такие интересные случаи, когда квартира стоит ниже рынка, в хорошем районе, не продается. Тоже это все как раз вот находится вот в этой плоскости невидимого, да, почему это происходит, непонятно. Тут нужно там молиться по-всяко-разному, в общем, что-то делать, но это явно уже выходит за рамки того, что делает обычно риэлтор, да, из той видимой плоскости. Поэтому я просто, почему решил записать это видео, почему решил рассказать вам об этой истории, потому что наверняка среди вас есть люди, которые давно чего-то не могут добиться, давно чего-то не могут достичь, давно не могут разрешить какую-то ситуацию. Посмотрите на эти проблемы ваши вот немножко в другой плоскости, в плоскости невидимого. Может быть, я прикреплю, наверное, контакты той женщины, которой я ходил на консультацию. Я думаю, она тоже может дистанционно и с вами поработать. Не в качестве рекламы, поверьте, пожалуйста, специально просто, чтобы помочь вам, чтобы у вас была такая же возможность, как была у меня, для того, чтобы разрешить свою ситуацию, как у этих моих друзей, знакомых из Германии. Просто с целью для того, чтобы вам помочь разрешить ваши проблемы. В общем, друзья, я надеюсь, что ролик был вам полезен, что вы сможете посмотреть на ваши проблемы немножко шире, что я открыл для вас еще какую-то новую грань этого мира, что вы сможете воспользоваться моим советом. Если ролик вам понравился, не забывайте поставить лайк. Я действительно надеюсь, что он был вам полезен. Всего доброго, друзья. До новых встреч. С вами был Ворсов Андрей, директор агентства недвижимости «Эксперт Плюс». И не забывайте, что мы работаем теперь не только в Анапе, но и в Краснодаре, в Новороссийске, по всему побережью Краснодарского края. Счастливо, друзья!